Ну что, дорогие друзья, энергия этого потрясающего дня бьет через край, ведь сегодня пятница. А это означает, нам сегодня просто необходима приятная беседа в хорошей компании. Кстати, сегодня мы уже намекнули о том, что мы сегодня будем говорить про инвестиции. Ключевой, друзья, фактор развития любой экономики. Сегодня мы обсудим, как Таджикистан стремится привлечь международный капитал и какие шаги предпринимаются для улучшения инвестиционного климата в стране. О первых шагах, приоритетах и новых проектах в эксклюзивном интервью. Сегодня, дорогие друзья, в эфире Азия Плюс с директором государственного унитарного предприятия Тадж Инвест Дильшодом Джоразода. День добрый, Дильшод, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Салам. Спасибо, что Всегда рады вас видеть в нашей студии. И первый, мне кажется, немаловажный вопрос, который мы хотим сегодня задать, это: каждая новая должность – это ведь не только вызов, но и возможность взглянуть на процесс другого ракурса. Как изменилось ваше восприятие инвестиционного климата Таджикистана после того, как вы возглавили Тадж Инвест? Поздравляем, кстати. Спасибо большое за вопрос. Это мое первое интервью после того, как я принял должность, позицию директора Тадж Инвест. Уже ни много ни мало прошло 5 месяцев. И если сейчас скажем, одним выводом, вот мой первый и основной, наверное, вывод – это то, что Таджикистан действительно, оказывается, обладает огромным инвестиционным потенциалом, который мы раньше не видели. Я сейчас от себя говорю, больше от частного сектора. То есть мы заняты рутинной каждодневной работой, и если вот сделать так, условный скан Таджикистана, всех его гор, и оказывается, под нашими горами есть все жизненно важные, необходимые минералы, которые нужны всему миру. Скажу так, мы сейчас не хочу про политику, но мы все видим, что происходит во всем мире из-за редкоземельных металлов и так далее. Для того, чтобы вообще мир продолжал стремительно развиваться, нужно от 12 до 15 важных редкоземельных металлов, 10 из которых есть в Таджикистане. Это потенциал, это возможность. Они еще не освоены, то есть они ждут своего часа. Поэтому, если коротко, мой основной посыл и вывод для себя, в первую очередь, и для нашей команды: Таджикистан обладает огромным потенциалом, который в следующей декаде мы все вместе должны реализовать. Ну а все-таки инвесторов что-то конкретно интересует в Таджикистане, или же есть какие-то приоритеты особые? Хороший вопрос. На самом деле, для нашей страны, для Таджикистана есть приоритетные зоны, которые мы выстраиваем. Это майнинг, промышленность, это туризм. Сейчас это диджитал направление. Вот. У инвесторов всегда свои запросы, и мы со стороны Тадж Инвест и в целом Таджикистан в целом, у нас no limits, никаких лимитов. Главное, чтобы подход был win-win, чтобы две стороны выигрывали. Вот. Естественно, наша страна, она определяет для себя важное направление. Вот, скажем, если туризм, у нас, вы помните, что были объявлены годы туризма. Для Таджикистана важно наращивать этот потенциал, потому что у нас, опять-таки, действительно очень красивая страна. И вопросы есть к инфраструктуре, к авиации, к конкуренции с Узбекистаном и так далее. Все это вот степ-бай-степ реформы мы должны реализовывать и прийти к цифре, например, 5 миллионов туристов. У нас там 1,5 миллиона, ну, если быть точнее, 1 400 000. Вот в Грузии, например, там около 10, в Узбекистане около 10. Есть прекрасная возможность сделать интеграции с тем же самым Узбекистаном. Есть восточная ветвь шелкового пути историческая, она проходит в том числе и через нас. Поэтому сейчас, вот как никогда, интеграция, она актуальна. Вот, если говоря на инвестиционным языком, для инвесторов никогда только Таджикистан или даже Узбекистан не будет интересен. Для них, для крупных инвесторов, Центральная Азия всегда интересна. Потому что Центральная Азия – это 80 миллионов, Центральная Азия – это плюс-минус один большой регион, удобный, с примерным единым пониманием. Поэтому даже все те компании, которые сейчас, их большинство, огромное количество в Узбекистане, у всех есть свои мандаты, доктрины, которые говорят о том, что через 3, либо 5, либо 7 лет они будут расширять свою географию в сторону Таджикистана в том числе. Это возможность для тех, кто нас сейчас слушает. То есть они могут сейчас сделать свой чек-лист компаний, которые в Узбекистане, и по-любому они будут заходить к нам на рынок. Но это будут уже другие условия, ведь это компании в Узбекистане будут расширяться, не мы в этом плане. Мы в том числе. То есть я сейчас больше про интеграцию. То есть для инвестора он смотрит на Центральную Азию
как новый регион в его инвестиционной карте. Он не смотрит на Таджикистан или Узбекистан. Просто он делает первый шаг через Узбекистан. Все понятно. Некоторые делают первый шаг через Таджикистан. Но так или иначе будет вот эта вот коллаборация, так ее назовем. Поэтому это возможность. Я призываю услышать это как возможность для наших отечественных предпринимателей, чтобы они вот... Это тайминг, это сейчас время такое. В целом вопрос инвестиций, вопрос Центральной Азии, вопрос правильного партнерства сейчас очень актуален. Это тренд в ближайшие 5-10 лет, поэтому мы должны действовать. Действительно, в коллаборации с другими государствами и компаниями мы должны действовать взаимно, заменяя, взаимопомогая друг другу. То есть мы должны, наверное, воспринимать Центральную Азию как общий организм, чтобы действительно получить качественные инвестиции. Ну и продолжаем нашу тему. Продолжаем, да, спасибо. Ну вот любая управленческая роль, она начинается с определенной стратегии. И с чего началась ваша работа в Таджинвест? И какие ключевые, вот, наверное, приоритеты вы все-таки выделяете на старте? Спасибо за вроде бы легкий, но в то же время сложный стратегический вопрос. Конечно, мы начали со стратегии. Мы как подведомственная организация Комитета по инвестициям Республики Таджикистан, мы ориентируемся на концепции, на законы, на тренды, которые задает наш комитет. То есть наш, скажем так, старший путеводитель, скажем так. Вот. Если возвращаясь к стратегии Таджинвеста, естественно, мы сейчас делаем 5-летнюю стратегию свою, где для нас очень важно сделать one-stop shop. То есть one-stop shop – это такая стратегия, где мы, как организация Таджинвест, вот прям с аэропорта вот, должны взять за руку этого инвестора и довести его до вот, первой прибыли. То есть все вопросы там, с переговорами, с правильными партнерами, с лицензиями, с какой-то гарантией безопасности и так далее – это Таджинвест. То есть мы такую задачу перед собой ставим. Это называется one-stop shop approach, концепт, который мы, естественно, смотрим, как делают это в других странах, вот, потому что мы убеждены, что инвестор, он должен заниматься все-таки своим профильным делом, он должен делать то, в чем он силен, то есть зарабатывать, делать бизнес и так далее. Но административная часть мы, как Таджинвест, можем взять на себя, потому что мы знаем лучше, как работает рынок, мы знаем, как найти более или менее правильных партнеров, мы знаем, как работать с послаблениями, а их немало. У нас на сегодняшний день есть 240 послаблений. Опять-таки, о них никто не знает. То есть, с одной стороны, вроде бы наше правительство сделало огромнейшую работу, чтобы дать эти послабления, стимулировать рынок. С другой стороны, мы просто ими не пользуемся. И вот наша задача, не только наша задача всех, и всех образовательных учреждений, например, государственного бизнес-инкубатора, да, мы, как Таджинвест, да и сами бизнес-сообщества, мы должны о них говорить, об этих послаблениях. В туризме, там, связаны там, с образованием, со строительством, там многие-многие другие моменты, о которых я сейчас сразу не вспомню, но их 240. Это статистика где-то год назад, пусть сейчас осталось 200, но это огромное количество. Вот если вот мы сейчас опять-таки говорим про туризм, говоря про туризм, мы должны делать инфраструктуру. Инфраструктура – это большие 4-звездочные отели среди гор, допустим. Но чтобы привезти все сопутствующие материалы, там нет пошлин. То есть вы можете, и НДС там нет, то есть вы можете экономить разом 20-30% в целом, это очень большая возможность. Ну, а когда инвесторы об этом узнают, то какая реакция у них, как правило? Ну, они считать умеют, они очень позитивная реакция, конечно. Но вот в последние годы инвестиционные агентства играют все более значимую роль в финансировании экономической политики стран. Вот какую ключевую миссию выполняет Таджинвест и чем она может быть полезна инвесторам, рассматривающим Таджикистан в качестве перспективного направления? Ну, как я уже ранее отметил, мы можем быть неким бриджинг, да, то есть мостом, который будет, не смогу подобрать слово гарантировать, но мы можем максимально способствовать, чтобы та или иная бизнес-идея нашла себя и реализовалась в Таджикистане. Есть вещи, которые, ну скажем, они не имеют перспективы, мы на старте об этом тоже можем говорить. Все эти исследования, они строятся не только на мнении Таджинвеста, мы всегда привлекаем профильных специалистов. Вот, например, в промышленности, в природных ресурсах Таджинвест не силен, но у нас есть прекрасные партнеры, которые имеют глубокие знания и исследования. Поэтому мы, как Таджинвест, мост. Мы видим свою роль как мост для того, чтобы динамика вообще инвестиций развивалась. И как мы это делаем? Вот вопрос. То есть какими инструментами мы пользуемся? В первую очередь мы сейчас сделали другой продукт.
Strong Taj Invest, Strong Tajikistan. То есть, если мы будем больше рассказывать про инвестиционные возможности за рубежом, путем форумов, путем каких-то встреч, путем участия на каких-то там, не знаю, круглых столах, соответственно, Таджикистан будет мелькать на инвестиционных картах у всех. Есть разные статистики в мире. Допустим, есть Gallup, это американский портал, который ежегодно оценивает уровень безопасности стран, не инвестиционной безопасности, а в целом. И мы там всегда в топ-3, даже были номер 1, обгоняли Сингапур. Но это одна сторона медали, вроде бы радостная, но есть миллион других источников, которые не обновлены, и некоторые люди все думают, что еще у нас есть какие-то, скажем, из прошлого какие-то гражданские войны, какие-то опасности от Афганистана и так далее. То есть мы, как Taj Invest, вместе с партнерами, наверное, это будет World Bank, мы должны делать огромную промоут-работу, то есть мы должны правильно преподнести Таджикистан. Все, о чем мы сегодня говорим, это мы знаем мы с вами теперь, но международные инвесторы не знают. Вот мы недавно были в Сингапуре, для них очень сложно понять, что такое Центральная Азия, что такое Таджикистан, как туда вообще заходить на рынок. Но у них есть другой момент. У них есть очень большие фонды, много денег. Их работа размещать деньги. То есть мы им тоже нужны. Поэтому мы должны больше выезжать, больше организовывать форумы и доносить нашу позицию. Хочу еще один момент быстренько сказать. Недавно мы были в Абу-Даби, на прошлой неделе. Вот. В рамках большого мирового инвестиционного форума мы один день выделили для нас, для Таджикистана, сделали сайд-ивент, отдельный ивент, где пригласили 70 компаний, заинтересованных людей, которые рассматривают Центральную Азию как next destination для инвестиций. И мы просто рассказали, в первую очередь участвовал сам министр инвестиций, мы участвовали с презентацией, мы просто рассказали, все, о чем мы сейчас с вами разговариваем. И реально после мероприятия люди, когда вот такое вот потепление, когда ты вживую общаешься, они сразу, у них возникает интерес, обмениваются визитками, и уже 2-3 поездки на май мы запланировали, то есть опять-таки зарубежных инвесторов. Но есть не секрет, какие? Да, хлопок. Вы знаете, что в Таджикистане у нас, кстати, тоже там огромные послабления. Вообще людей интересует, промышленность, людей инвестирует хлопок, людей интересует сельское хозяйство, сухофрукты. Вот, в основном эти моменты. Замечательно. Золото. Кстати, золото. Арабы. Арабы. Золото немножко сложно, потому что есть дополнительные законы, есть вещи, разработки, которые находятся в секретном, скажем, портфеле. Поэтому мы, как Taj Invest, тоже всем информацией до конца не обладаем, но мы прорабатываем. И это, кстати, услуга платная. То есть Taj Invest, чтобы был жизнеспособный, у нас есть перечень платных услуг. И, как правило, инвесторы готовы платить за дополнительный ресерч, за дополнительные исследования. Да. Как раз, отвечая на ваш конкретный вопрос, есть эмиратская компания, которая заинтересована только в партнерстве, они сами не хотят заходить, только в партнерстве добывать золото. А добыча золота, если вы знаете, там есть несколько этапов, то есть само золото, потом его обработка, потом его продажа, логистика, то есть золото, там есть 6 цепочек, где можно зарабатывать, поэтому им интересно только 3, вот как-то так. Целая маркетинговая кампания требуется, да, чтобы все-таки показать Таджикистан с инвестиционной стороны. С огромным бюджетом. С огромным бюджетом, да, причем, понятно. Статистика показывает, что Таджикистан уступает соседним государствам, таким как Узбекистан, например, да? И в чем, на ваш взгляд, основная причина этого? Вот какие меры необходимы, чтобы повысить вот эту конкурентоспособность нашей страны? Значит, слово конкуренция, оно такое чуть-чуть, знаете, в нем есть какая-то такая агрессивная динамика. Да. В любом случае, каждая страна, Таджикистан в том числе, старается бороться за привлечение инвестиций, это нормально. Мы изучаем опыт и Узбекистана, и Малайзии, и других стран, и хотим свой путь найти, путем реформ, путем, интересных предложений. Но конкретно, если говорить, сравнивать с Узбекистаном, Узбекистан все-таки он имеет другую немножко позицию, потому что там население выше, соответственно, и рынок гораздо интереснее. Есть стратегии у международных компаний, которые хотят сразу заходить на 30-миллионный, 35-миллионный Узбекистан. А есть компании, которые хотят сначала апробировать свои продукты в Таджикистане, преимущественно в свободно-экономических зонах, а потом расширяться в Центральную Азию. Если говорить про конкуренцию в целом Центральной Азии, далеко вперед ушел и Казахстан. Но что радует,
мы все эти тенденции, тренды мы наблюдаем, и мы видим, что Таджикистан всем интересен. То есть мы большую перспективу видим в этом. Где-то, да, мы отстали, но мы можем сделать лучше, чем они, потому что мы не будем повторять их ошибок. То есть вот такая стратегия у Таджикистана тоже может быть. Вот. Но есть вещи, которые вне конкуренции, например, наша гидроэнергетика. Значит, в мире мы занимаем 8-е место по запасам гидроэнергетического потенциала. Я сам не до конца силен, но недавно изучал, то есть мы, только Таджикистан имеет перспективу выработки гидроэлектроэнергии в 500 миллиардов килочасов. Чтобы вы понимали, вот, один чайник, он в год вырабатывает там, 100 киловатт, наверное. То есть это такой потенциал, он всю Центральную Азию может в 3 раза охватить. И на сегодняшний день только 5-7% этого потенциала Таджикистан использует. Остальные 90% это вот они не раскрыты, они ждут своего инвестора, поэтому то есть здесь мы вне конкуренции, потому что мы расположены географически так. С Узбекистаном в плане населения мы пока не можем конкурировать, но в плане интеграции, я вот очень люблю это слово, вот синергия, вот мы должны находить синергетические продукты. И вот недавно была встреча тоже в продолжении интеграции. Евросоюз встречался с нашими лидерами стран в Самарканде, вы знаете его. И как итог было решение, что в следующей декаде, в следующем десятилетии инвестировать 12 миллиардов долларов в разные сектора. Это опять тайминг, время, чтобы понять, кто, куда и как. Это возможность. Но в любом случае Евросоюз своим послом дал знать, что мы смотрим на вас всецело, едино. И я уверен, что все компании, которые будут работать в нашем регионе, они будут вот эту цепочку организовывать, которая будет работать по всей Центральной Азии. У нас такой пример хороший. Есть Касса-1000, пример проект, который передача энергии от Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и до Пакистана. Да. То есть такой довольно хороший пример интеграции. Очень хороший пример, идеальный пример. Ну и в мире есть примеры государств, которые смогли бы за короткий срок создать благоприятные условия для инвесторов и значительно увеличить приток капитала. Вот какие страны могут служить неким таким вот ориентиром для нас, для Таджикистана? Вы знаете, абсолютно каждая страна, и даже безуспешная страна, может быть для нас примером. Мы, я сейчас не скажу, как за страну, но в целом... У нас есть своя специфика региона, да, у нас определенная. Своя специфика. Мне нравится то, что делает Малайзия. Мне нравится то, что делает Грузия в определенных моментах. Мне очень нравится, что делает Узбекистан. Значит, и мне нравится, что делаем мы сами, определяя свой индивидуальный дорожный путь, но мы отовсюду берем какие-то лучшие практики. Это вот самая правильная, наверное, стратегия. Вот. То есть где-то мы, если скажем на языке там, карате или джиу-джитсу, да, где-то у нас белый пояс, но где-то у нас черный пояс, где-то у нас синий пояс. И там, где у нас получается, мы должны давить дальше. Вот эта стратегия, она, мне кажется, будет успешной. Какой одной страны, как ролевая модель, у нас нет. Вот. У нас есть несколько стран, которые что-то сделали, и мы хотим это правильно адаптированно копипест. Да, а если вот лично вы всегда ставите пример какую-то определенную страну? Вот, может быть, для меня важно быть похожими в плане туризма на Грузию. На Грузию. Да. Я обожаю Грузию, обожаю их людей, обожаю их подходы, как быстро они трансформировали страну очень открытую. Я вижу, сколько людей инвестируют в Грузию и почему они это делают. И вообще у меня такая персональная, скажем так, мечта организовать отдельный большой либо бизнес-форум в Грузии, либо просто какой-то гала-ужин для того, чтобы все иностранные компании, не только грузинские, которые там работают, чтобы они работали и у нас. Потому что у нас чем-то и народы похожи, да, и история похожа. И природа, да, тоже. Природа. И плюс у меня еще одна хорошая новость. Летом с 1 июня запускается прямой рейс Душанбе-Тбилиси. Это прямая возможность организовать этот форум, совместить приятное с полезным. Подружиться, посмотреть на прекрасную природу и, конечно же, найти общие знаменатели в инвестициях. Замечательно. Вообще, да, действительно, спасибо, Дильшот, очень интересно. Но вот заинтересованность инвесторов, она во многом зависит от того, насколько четко и грамотно представлены проекты, да, и предлагаемые для вот финансирования как раз. Какие ключевые инвестиционные инициативы на данный момент курирует Таджинвест и вот каков их потенциал? Одна из проблем, которую мы выявили на старте нашей работы, это неупакованные проекты, скажем так. Потому что много говорить можно про макроэкономику, про возможности и потенциал, но все это должно быть положено на бумагу. Причем на бизнес-языке,
с развернутыми бизнес-планами, с фин-моделями, для того, чтобы инвестору было максимально удобно, прозрачно, только мог сказать «да». То есть работа инвестора, она заключается в том, что я инвестирую, не инвестирую. А когда вот дополнительные исследования, они, как бы это уже не новые, скажем так, неудобства, скажем так. Но что мы сделали? На сегодняшний день мы подготовили 50, упаковали 50 просто бизнес-идей в бизнес-планы. Мы положили их на бумаге, они доступны у нас на сайте. То есть все местные инвесторы, региональные и международные, имеют открытый доступ к нашим проектам. Да. Некоторые из них на драфт стадии, то есть они еще не согласованы с мэрией, они еще не согласованы с профильными организациями, но сама суть, что вот можно, это вот хороший пример, можно вместо цирка сделать большой торговый центр с цирком внутри. Да, то есть кстати, проект на 100 миллионов долларов, Угу. и уже есть примерные саудовские компании, которые говорят, что наш минимальный чек входной это 20 миллионов долларов, это то есть 20%, да, головной боли мы решили. Если мы еще 5 таких саудитов найдем, у нас за 7 лет будет огромный торговый центр, который тренд, мы видим, что происходит в Центральной Азии, мы видим, что происходит в Ташкент-Молл. Да, да, сейчас. И я думаю, что это очень хорошая идея, вот, но это идея, не более того. Поэтому мы пока не можем сейчас разговаривать с инвесторами на официальном языке, пока мы не получим всевозможное добро для финальной упаковки этой идеи. Но как идея, как визуал, он у нас есть, и на сайте он есть, в драфт-версии. Вот это, можно сказать, это проект-мечта, над которой мы работаем. Это будет наш вклад Touch Invest для нашего города и на поколение. Да, да. Дильшот, вот вы говорили о том, что нам нужно выбираться за пределы страны и устраивать такие некие ивенты, ужины, где мы презентуем наш Таджикистан с лучшей стороны. И как яркий пример, кстати, вот в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялось такое вот знаковое международное мероприятие, гала-ужин, посвященный презентации инвестиционного потенциала Республики Таджикистан. И расскажите, что на этом мероприятии было, какие достигнуты были цели или не достигнуты, ну и конкретные договоренности тоже. В первую очередь я хочу сказать, что когда возникла идея организовать гала-ужин в Абу-Даби, вот, значит, председатель комитета по инвестициям, далее посол наш в Объединенных Арабских Эмиратах, мэрия города сразу нас поддержали. Я хочу, вот, пользуясь случаем, отметить, что любые инициативы очень хорошо поддерживаются. То есть, вот, я на своем примере всегда ощущаю, что вот есть идея, давайте, ребята, вперед, давайте что-то делать. Вот это желание что-то изменить, сделать, мы всегда это ощущаем, и мы очень благодарны, и нам это очень приятно. И конкретно, если возвращаться к вопросу про гала-ужин, мы собрали, значит, инвестиционную такую тусовку, если можно сказать, у которых есть потенциал инвестировать в Таджикистан. Почему? Потому что мы изучили их портфолио, у них есть либо планы на Центральную Азию, либо они уже что-то делают в соседних странах. То есть был очень такой правильный отбор, скажем так. Вот. И я считаю, что миссия удалась, потому что мы на уровне нашего министра, на уровне Touch Invest сумели раскрыть весь потенциал. И мы, кстати, возвращаясь вот к той же самой конкретике, мы презентовали 15 бизнес-идей. То есть мы не просто про потенциал рассказали, мы рассказали, вот 15 идей, логистические центры, туристические центры, в промышленности, там, другие моменты. То есть вот, пожалуйста, от там, такой-то суммы до такой-то суммы, давайте общаться. И вот после вот этих слайдов люди сразу начали подходить, говорят, все, вот мы приедем, и так далее, и так далее. Вот, и мне кажется, это очень удачная практика, которую мы намерены продолжать. Вот, наверное, мы будем это делать в Иране скоро. Дальше мы это будем делать в Грузии. Мы рассматриваем Юго-Восточную Азию, это, наверное, Малайзия в сентябре. Есть примерная заинтересованность организации такого мероприятия в United States, в Америке, потому что уже очень многие таджики, которые там лет 15-10 живут, они уже стали успешны, у них есть капитал, и они хотят инвестировать обратно в страну. Да, вот мы на это тоже не обращали внимания, а это правда. То есть на сегодняшний день у нас вот, первичная наша цель в Америке это не американские компании, с которыми нам еще сложно разговаривать, то есть наши граждане. Именно наши, которые сами на нас выходят, говорят, ребята, вот мы уже на другом уровне, да, они сами какие есть возможности. Конечно. И в этой связи у нас есть продукт в Touch Invest, мы его называем Invest-Attaché, то есть он преимущественно нацелен на таджикистанцев, которые живут вне Душанбе, которые скучают по родине,
и они хотят что-то делать взамен родине, но нет механизма. И вот мы, как Taj Invest, разработали инвест-атташе, мы назначаем наших инвест-атташе там, на местах, чтобы они привлекали инвесторов. Они чтобы предоставляли все возможности, все проекты. Очень умно. Да, и у нас уже, вот, если вы заметите на наших страницах, мы еженедельно объявляем анонсы о наших инвест-атташе. Как правило, это очень успешные ребята, таджики наши, которые преимущественно безвозмездно готовы помочь, и они делают фантастические вещи, о которых мы даже еще там сами не задумывались, потому что они на местах знают, какая лондонская там компания будет через 2 года заходить, там, скажем, через Абу-Даби. Кстати, 800 миллионеров из Лондона переехали жить в ОАЭ. Это вот такая статистика, я не знаю, насколько она правдивая. То есть из Эмиратов, наверное, они Центральную Азию будут тоже рассматривать. Это инсайт, который мы получили от нашего инвест-атташе. Поэтому, вот, делая ставку на инвест-атташе, я думаю, что это в будущем многомиллионные инвестиции. Нет, это очень правильно, это здорово, когда ты на понятном языке получаешь достоверную и нужную информацию, да, и можешь ею воспользоваться просто так, это же отлично. И еще я заметил то, что наши многие сограждане, которые сейчас живут в США, у них логистический бизнес, да. То есть очень сильно они вкладываются именно в логистику, это перевозки определенные, грузоперевозки, то есть действительно этот бизнес там развивается, и очень много наших граждан там. Дильшод, мы сегодня о многих вопросах уже поговорили. Да, но... в частности, об инвестициях. Да, конечно, мы уже поговорили. Да, давайте вот все-таки немножечко про вас. Вот ваша профессиональная биография, она насыщенная, и, судя по всему, вы придерживаетесь четкой внутренней дисциплины. Ну, без этого никак, да? А вот какие жизненные принципы помогают вам добиваться вот поставленных целей? Такой очень долгий сейчас ответ будет, но на самом деле с каждым днем все больше мыслей, философий, мировоззрений, мировосприятий, познания истории, взаимоотношения с семьей, с детьми. То есть очень много есть вещей, которые я бы хотел рассказать, но уже не как директор Taj Invest, а как Дильшод Джуразода. А мы ловим вас на слове. Это моя мечта, потому что 7 лет назад у меня было интервью, тогда еще был журнал Випзон. Да-да-да. У меня была такая статья, что к 30 годам я осознал самое главное, я рассказывал свои тогдашние приоритеты. Сейчас уже прошло 7 лет, я в этом году, не знаю, возможно, в последующем году, когда пригласите, я обещаю приехать вооруженным, вот, потому что есть что рассказать и про спорт, и про религию, про все религии мира, между прочим, вот, про их познание, вот, и ну, как-то так. Дильшод, ну, в заключение хотелось бы все-таки выразить благодарность за интересную беседу. Это действительно открывает новые для нас новые интересные мировоззрения, о которых мы, возможно, даже не задумывались. И еще один такой вопрос. Какие планы у Taj Invest? И где можно, вот реально, какая платформа есть в нашей стране, где можно все это просто реально посмотреть и узнать? Ознакомиться хотя бы, да? Да. Планы наполеоновские, есть команда, есть стратегия, есть вера и желание, и мы будем использовать все возможности, все инструменты для достижения наших целей. А цель – это принести многомиллионные контракты, инвесторы, и создавать рабочие места, и морально радоваться этому. Поэтому это настолько искренне, я убежден, что это мы сможем сделать, подобрав разные ключи. Что касается, где о нас читать, у нас есть как бы стандартный подход, это те же самые Facebook, Telegram, Instagram, где мы активны, где мы актуальны, вот, и наш сайт с точки зрения упаковки бизнес-идей. Ну и мы всегда доступны, приглашайте, мы всегда рады иметь с вами дело. Tajinvest.tg. Довольно, мне кажется, доступная платформа, на которую можно будет зайти, посмотреть. Кстати, я побывал, я посмотрел, я изучил, и действительно очень удобно, и на многих языках, друзья, можно зайти и получить необходимую информацию о нашей стране. Ну да, Андрей, ты уже побывал, да. А вот те, кто не побывали, действительно, еще раз посоветуем. Да, обязательно зайдите, посмотрите, очень много всего интересного и полезного. Дильшод, огромное спасибо. Мы вас поймали в любом случае на слове. То, что вы еще раз должны обязательно к нам прийти и рассказать уже о себе как о личности, не как о бизнесмене, да, не это как уже о другая беседа, другая человеке, сторона. который сейчас занимается очень крутыми проектами, развивая нашу страну. Спасибо огромное, Дильшод. Спасибо большое за время, что нашли, да, для нас, обязательно, что были сегодня с нами. Большое спасибо еще раз, и будем с нетерпением ждать вас снова.
Спасибо. Рано. Друзья, ну что, вот так подытожим сегодняшний эфир. Все эти 3 часа сегодня с вами провели Андрей Соколов, Лула Абназарова и наши замечательные гости, и наши слушатели, которые всегда присутствуют и находятся вблизи своего любимого радиоприемника. Все, друзья, сегодня пятница. До понедельника. Да, действительно, всем остается пожелать хороших, волшебных выходных. Пусть они вас тоже зарядят как следует, пусть они вас вдохновляют. Проведите их просто-таки от души, посвятите время себе любимым, своим родным, близким. Наслаждайтесь выходными, и уже в понедельник мы вновь встретимся с вами в эфире. И именно так, друзья. Пока-пока.